Айшат Мургустова из селения Инарки обращается с просьбой помочь ей с жилищным вопросом. Для нового дома семья заложила фундамент, но средств, чтобы достроить, нет. Айшат одна воспитывает 5 детей. На ее попечении больная свекровь, инвалид первой группы. Глава администрации тут же взялся за решение вопроса. 3000 блоков раете делать. Там тоже 3000 блоков раете делать. Халдот дабл болит. Алхамдулилlah, у погода да год плюсовой температура должна. А че таете? Поезд залит мамжи. Арматур газ. Арматур по хаяти газ. Тиг хаз блок бежу сагби. Сын хали дес. У жителей Нового Реданта тоже немало проблем, но они в основном связаны с дорогой, которая не ремонтировалась еще с 90-х годов. Чуть ли не утопает. Эту проблему на приеме граждан от имени жителей села поднимает Магомед Хасиев. Нагасанс аяшли по школе отвёды жили в мост отвёды жили всегда асфальт холж ба тротуары бежали новую стройку ашкер бежали. Большинство вопросов жителей удается решить здесь же на месте с привлечением ответственных лиц. Хусейну Гатагажеву, к примеру, обещали, что свет в его доме зажжется в ближайшее время. Свет хоть ослабый вообще. День нам сабахан ху, ну сейри хакашири. Камель уже хамса цайк. Холодильник керса цай. Когда фер мазвити цзи. Вопрос я да когда тут Адам Мороз приемный. Вопросы дали Андрей до Нового года решите гянцу. Здесь же для жителей накрыли стол, чтобы они могли перекусить и отдохнуть. А в Малгобекской администрации все чаще звучали уже знакомые вопросы. Кто-то просил устроить на работу, а кого-то интересовало, будет ли в регионе реализовываться программа по переселению жителей частного сектора из ветхого жилья. Татьяна Костоева приехала из Саратова, воспитывает 5 детей, муж не может работать по состоянию здоровья. Своего жилья у семьи нет, и им приходится ютиться в одной комнате у родственников супруга. Вопрос по улучшению жилищных условий – это один из серьезных вопросов, значит, его ставим на учет. Это по улучшению жилищных условий и по программе обратиться в Миннац, по программе возвращения русскоязычного населения. Всех проблем сразу же, конечно, не решить. На двери министерств и ведомств открыты не только в день приема граждан, куда можно обратиться в обычные дни и где их всегда готовы принять. Мака Келиматова, Магомед Дедигов, Новости 24.